Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. І сьогодні питання номер 2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Украина – це ты. Сегодня ближе к обеду в офисе президента неожиданно озвучили все 5 вопросов, весь список вопросов, в которые войдут всеукраинский опрос. Об этом комментарии о новом времени сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что по 5-му вопросу еще продолжаются обсуждения. Давайте вместе послушаем остальные 3. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу у медичних цілях для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? Итак, давайте обсудим по очереди. Начнем с второго вопроса, который озвучили сегодня. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? Как вы считаете, сколько людей знают, что такое СЭС и что оно дает? Знаете, я целиком считаю, что эта идея, которую предложил президент, является абсолютно полной чушью. Это чепуха, и это политическая технология, призванная повысить явку избирателей на выборы. При том, что администрация президента должна себе отдавать отчет, что всячески работая на явку людей на выборах, она также абсолютно сознательно своими собственными руками увеличивает риски увеличения количества людей, заболевших коронавирусом. Это первая ремарка. Вторая ремарка, что по сути вот этого бреда можно сказать, то, что люди, которые живут в Украине сколько-нибудь долго, прекрасно помнят свободную экономическую зону на Донбассе, которая существовала в 90-е годы при президенте Кучмы. Именно в тот период были сколочены... если не ошибаюсь, да, середина 90-х? Это 90-е годы, и именно в этот период были сколочены миллиардные состояния у целой когорты донецких олигархов, именно благодаря существованию вот этой внутренней черной дыры, внутреннего бесконечного офшора под названием «свободная экономическая зона». Плюс не уточняется, о каком Донбассе идет речь, потому что такого понятия, как Донбасс, в украинском праве не существует. Там было сказано, правда, Донецкая и Луганская области. Хотелось бы, собственно, узнать, о каких частях идет речь, об оккупированных территориях. Если идет речь об оккупированных территориях, каким образом президент Украины и те глупые люди, которые ему советуют делать всякие плохие вещи, собираются исполнять эту волю народа и реализовывать вот это вот решение. Ну, мне вот непонятно, зачем. Вот смотрите, по Крыму тоже есть вот этот закон о свободной экономической зоне. Крым, который активисты уже на протяжении 6 лет, и это было одно из требований активистов гражданской блокады Крыма, отменить, и называли вот этот закон о свободной экономической зоне предательским. Сейчас мы видим, что офис президента спрашивает у народа, а нужен ли СЭС вообще на Донбассе. У меня возникает вопрос, зачем, почему такие двойные стандарты, к чему это все? И почему бы, например, сначала не организовать свободную экономическую зону хотя бы в Херсоне или в каком-то другом регионе Украины, посмотреть, как это работает? Знаете, сама идея создания свободных экономических зон, она плохая. Потому что нам не нужны свободные экономические зоны для поддержания каких-то территорий. Нам нужны одинаковые правила игры для всех, вне зависимости от статусов, положения и территорий. Нам нужно повышать качество государственного управления и государственных услуг. И это как раз то, чем мог бы заняться президент, имея парламентское большинство и контролируя практически все ветви власти. Потому что, как показывает опыт нашей истории, любое создание свободной экономической зоны — это всегда
махинация, это пайка и это вотчина олигархов. И надо быть абсолютно некомпетентным человеком для того, чтобы такую идею выносить на всенародное обсуждение, потому что ценность этого вопроса такая же, как хотели бы украинцы, чтобы дети перестали плакать. Ну, конечно, хотели. Смысла задавать этого вопроса абсолютно никакого нет. Но не кажется ли вам, что это такая в какой-то степени составная часть приднестровского сценария? Потому что, если помните, тогда Российская Федерация добилась того, чтобы власти Молдовы признали экономическую деятельность оккупированного Приднестровья, и там оформляли документы на экспорт из Приднестровья, какие-то налоги и так далее с территории, которые они не контролируют, они получали, и таким образом давали собирать эти налоги самой же Российской Федерации, в результате чего Россия имеет теперь возможность содержать за счет самой Молдовы эту оккупированную территорию. То есть не кажется ли вам, что на Донбассе воевать против нас будут за наш счет? Мне кажется, что у нас внедрение приднестровского сценария по ситуации на сегодня невозможно в силу того, что слишком глубока рана и слишком много крови пролито в результате этой войны. Это не очень корректно сравнивать количество жертв и боли в двух конфликтах, Приднестровском и нашем. Но у нас еще слишком свежая рана для того, чтобы мы могли спокойно, как нация, проглотить вот такую вот идею, чтобы работали предприятия на Донбассе и экспортировали свою продукцию с Донбасса, выдавая ее за украинскую. Я думаю, что президент, наверное, ошибается, мягко скажем, если он думает, что эта идея будет принята нацией. Она будет нацией отвергнута. Давайте еще один вопрос с вами обсудим, который планируют вывести на этом плебисциде. 5-й вопрос очень странно сформулирован про Будапештский меморандум. Что вы поняли с этого вопроса? Я не понял абсолютно ничего. Единственное, что, давайте будем корректны в определениях, это не плебисцит, это социологическое исследование общественного мнения, окей, опрос, которое не имеет никаких последствий и является элементом предвыборного шоу и танцев с бубнами, которые устраивает правящая партия для привлечения избирателей на выборы. Дело в том, что последний пункт Будапештского меморандума гласит, что в результате возникновения каких-либо проблем с территориальной целостью или безопасностью Украины стороны обязаны использовать механизм консультаций. То есть главы Соединенных Штатов Америки, Великобритании, России и Украины должны провести консультации. Возможно, поскольку этот механизм консультаций не был задействован ранее с 2014 года, не собрались в одном месте ни лидер Великобритании, ни лидер США, ни лидер России для того, чтобы обсудить некие проблемы с безопасностью Украины. Возможно, это имел в виду человек, который продвигает эту идею в администрации президента. Можем говорить, что это Андрей Ермак и его, собственно, ручной попугай господин Подоляк. Зачем задавать такой вопрос? Если есть документ, прописано, консультации, если есть такое право. Мы должны признать, что, к сожалению, нами управляют глупые, необразованные, невежественные дети. Поэтому судить о мотивах их поступков мне не представляется возможным. Я не знаю, почему они это делают. То ли в гороскопе прочитали, то ли монетку кинули. Никакой логики в этих вопросах абсолютно нет. Более того, никакого полезного знания этот опрос не даст. Это, повторюсь, всего лишь предвыборная технология для того, чтобы привести людей на избирательные участки и еще положить пару сотен или тысяч человек на больничные койки по результатам этого чудесного мероприятия.